Обрядовые тканые изделия с орнаментами жительница деревни Бурметьево Гузелья получила в наследство от своей бабушки. Она ткала их еще в далеком 1960-м. Ей помогала и внучка. В дальнейшем семейная реликвия перейдет на хранение дочери Гузельи. Это полотенце мне передала бабушка и наказала привязать на лошадь как подарок от невесты. Но я не смогла этого сделать. До сегодняшнего дня храню их как часть моего приданого. Материал крепкий, и до сих пор они в хорошем состоянии. До недавнего времени два таких же полотенца бережно хранила в сундуке и Фания Ханифова. По просьбам дочерей, проживающих во Франции, она отправила их для показа на выставке в городке Фикап. Во Франции тоже делали такую выставку татарской. Они у меня туда унесли, показали тоже так же. Они очень красиво и похвалили. Даже первое место занимали мои полотенца. Они сказали: ой, Фирузя, спасибо большое тебе. Ты, оказывается, дедушкой, бабушкой храняешь их вещи на память. Выставка стала очередным мероприятием в рамках празднования 1000-столетия принятия ислама в Волжской Булгарии. Посетители могут не только узнать об истории полотенец, служивших основным декором татарских домов, но и потрогать сами изделия и наблюдать за работой ткацкого станка. Предназначение полотенец было разное – для приданных, для гостей, для домашнего обихода. В основном здесь представлены полотенцы для приданных наших молодых девушек, которые передавались из поколения в поколение и сохранились до сегодняшнего дня. Побывать на выставке и погрузиться в историю татарских полотенец смогли и обладатели пушкинской карты.